Министр здравоохранения Томас Цахнаки с внеплановым визитом посетил отделение для оказания помощи пациентам с COVID-19 в Ачамчирской районной больнице и проверил, как организована работа в красной зоне. Томаса Цахнаки интересовали вопросы качества оказания медицинской помощи, наличие медикаментов, медоборудования, обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты и многое другое. В Ачамчирском районе на данный момент амбулаторно лечится около 100 пациентов. С 1 октября стационарное лечение прошли более 200 человек. По информации главного врача больницы Мадонны Кишмария, буквально с первой минуты пациентам, которые поступают в медучреждение, оказывается весь необходимый спектр медицинской помощи. И в зависимости от тяжести состояния больной направляется либо в перепрофилированное под ковид отделение, либо в Сухум. Амбулаторно обращаются где-то около 50 человек. И среди них где-то человек 12-15 положительных каждый день. Обычно это у нас происходит с утра. Вообще в течение суток, кто к нам обратился с просьбой проверить, взять биоматериал, мы берем. Единственное, что те, кто успел до 10, получают ответ вечером того же дня. А те, которые пришли после 10, получают следующего дня вечером. Потому что каждый день в 10 утра мы увозим биоматериал в лабораторию в Сухум. Остальные эти анализы проводим у нас, клинические, биохимические. Сейчас у нас появилась возможность сделать додимер и прокальцитонин. Мы забор производим здесь, и эти пробирки увозим в этот СПИД-центр. Это очень нам, кстати, помогло. Вот это не 10 дней, как мы получили такое. Это, естественно, бесплатно. Работает травматолог, вот у нас. Он занимается этой хирургической работой. Все, что поступает, делает он. В приемном покое, естественно, все, что соматически поступает, тоже получает, оказывает помощь. Надо выезжать, выезжаем. По словам Мадонны Кишмарии, из-за отсутствия в больнице рентгенаппарата медикам приходилось направлять пациентов в столицу для прохождения данного вида исследования. Но эта проблема уже в самое ближайшее время будет снята, так как Минздрав обеспечил больницу долгожданным рентгеновским аппаратом. Установка оборудования в Ачамчирской ЦРБ завершена и уже проведены несколько исследований. В рамках тех контрактов, которые были подписаны на приобретение портативных палатных цифровых рентгенаппаратов достаточно высокой мощности для проведения рентгенологических исследований, в том числе органов грудной полости. Получили рентгенаппараты Карчальской, Ачамчирской больницы, инфекционная больница города Сухум, а также Гульрикская центральная районная больница. Ну и, соответственно, 5 аппаратов искусственной вентиляции легких также будут распределены между учреждениями, которые оказывают интенсивную помощь, в том числе реанимационную ковидным больным, ну и общесоматический стационар, конечно, отделение реанимации. По информации главного врача, при помощи неравнодушных людей в медучреждении проводится ремонт 2 помещений. Также силами администрации района строится отдельный вход для пациентов с коронавирусной инфекцией. Кормим больных 3 раза в день. Сейчас идет реконструктивные работы. Нам администрация решила отремонтировать кухню, более такой, чтобы было более эстетически. И выделила нам деньги, мы купили новую посуду, в чем готовится еда и заносится в отделение. Вот. И мне кажется, народ доволен. Переодевшись в специальный комбинезон, Томас Цахнаки навестил больных в палатах. На данный момент здесь проходит лечение 22 человека с коронавирусной инфекцией. Внимание очень хорошее здесь. Я даже, честно, не ожидал, что здесь так будет. Как себя чувствуете сейчас? Нормально чувствую. У меня просто температура держится, поэтому положили. Так нас на таблетках же нормально все. Мы поражены нашей больнице. Благодарю нашего врача. Что с нами делает? Это мы непостижимо. Мы вас благодарны. Вы довольны всем? Что? Не то, что довольны, мы летаем. Я задыхался. На 20 дней над головой стоят. Ни одно мимо не пропустили. За медикаменты, за все большое вам спасибо. Дай Бог вам здоровья. Я Чачхалия Вадим из Тамиша. Если бы она не послала бы скорую помощь, я концы отдал бы в тот же вечер. На грани смерти и жизни был. На ноги поставили. Просто
в восторге от того, что сплоченность, я такой коллектив не видел персонала. Такую сплоченность, а это на самом деле вселяет, да, надежду на выздоровление, когда вокруг тебя бегают все. А это уже результат есть. Вот сегодня 16-й день, я на ногах стою, крепко, как молодой человек. Это просто гордость для нашего района. Гордость не только района, но и Абхазии в целом. Но это не без помощи, не благодаря, конечно, вашему мудрому тоже государственному подходу. Мы знаем вас. Есть у нас позитивная и очень хорошая информация о вас. Так что держитесь в таком духе. Надо двигаться вперед, баба. Все развивать. Глава Минздрава также осмотрел ход ремонтных работ в здании Чемчирской санэпидемстанции, где будет развернута лаборатория ПЦР-диагностики. Мы посмотрели Чемчирскую районную санитарно-эпидемиологическую службу, на базе которой проводится в данный момент капитальный ремонт помещения, где будет развернута лаборатория ПЦР-диагностики. Не только коронавирусной инфекции, но и других инфекционных заболеваний. Соответствующий договор уже подписан на приобретение оборудования, оно будет поставлено после Нового года по завершению ремонтных работ. Это, конечно, значительно облегчит работу всей службы, я имею в виду санитарно-эпидемиологической лабораторной службы. И данная лаборатория будет осуществлять диагностику прежде всего восточных регионов Абхазии в достаточном количестве. Поэтому это тоже один из наших важных проектов, которые мы сейчас осуществляем на стадии реализации, активной реализации. Далее Тамаз Сахнаки отправился в Тхорчалскую районную больницу, которая уже вторую неделю принимает на лечение пациентов с коронавирусной инфекцией. Министр проверил лекарственное обеспечение, ознакомился с применяемой тактикой лечения и пообщался с медперсоналом. Главный врач больницы проинформировала Тамаза Сахнаки о том, что работа налажена и сбоев нет. Лали Гаргули отметила, что в Тхорчалском районе наблюдается рост числа заболевших. Уже выявлено 307 инфицированных и проведено более 1000 исследований. Ежедневно производится забор биоматериала для ПЦР-диагностики, которые отправляют в республиканскую СЭС. Койки у нас заполнены. 5 пациентов сегодня на нашей карете скорой помощи направлены на КТ по договоренности, проходят компьютерную томографию легких. Остальные 4 средней степени тяжести на кислороде. Вроде сейчас состояние их удовлетворительное. Все получают препараты, которые Минздравом мы получили. Все бесплатно, антибактериальные препараты, антикоагулянты, растворы, все получают бесплатно пациенты. Лали Гаргулия проинформировала министра, что помимо лечения пациентов с COVID-19 больница продолжает оказывать и плановую помощь. Хирургическое и родильное отделение работает в штатном режиме. Недостатков в медикаментах или средствах защиты нет. Поступают больные, но сейчас на данный момент поступление небольшое. Экстренных мы направляем в республиканскую больницу. Есть пациенты, которые на дому. Невозможно их госпитализация в отделение, так как есть перелом шейки, бедра и так далее. Родственникам удобно ухаживать за ними на дому, и наши медсестры выезжают и проводят внутривенные, внутримышечные манипуляции. Спасибо большое руководству страны, Министерству здравоохранения, мэру города, которые стоят рядом с нами и в трудный момент всегда готовы помочь нам и помогают нам. На днях Минздрав республики передал Тхорчалской больнице новый рентгенаппарат, установкой которого в данный момент занимаются специалисты. Я хочу поблагодарить всех наших коллег, медиков, врачей, средний и младший медицинский персонал, которые заняты в этой тяжелой работе по лечению больных с коронавирусной инфекцией. Это на самом деле очень сложный титанический труд, самоотверженный. Это касается не только вот этих 2 учреждений, но и по всей территории Абхазии, включая
центральный ковидный госпиталь наш Гудаутский, где работают практически сотрудники со всех больниц Абхазии по утвержденному графику и уже на протяжении долгого времени. Министр здравоохранения высоко оценил организацию работы и отметил, что созданные в Ачамчирской и Ткварчалской больницах условия соответствуют эпидемиологическим критериям.